За счет средств Дорожного фонда Ингушетии и субсидий из федерального бюджета в 2023 году Министерством автомобильных дорог региона приведены в надлежащее нормативное состояние дорожные артерии общей протяженностью 95 километров со стопроцентной технической готовностью. За прошлый год Минавтодором республики реализованы 3 федеральные программы. С показателями, достигнутыми в области дорожного хозяйства, глава Ингушетии ознакомился на встрече с министром автомобильных дорог региона. Юг-Агро – это у нас Канты, Далакова, Гейрбек-Юрт. Юг-Агро. Это Вежери-Юрт. Вежери, это хорошо. Да, там это тоже внутри сделано? Это внутри, да. Это где школа, садик, вот там внутри. До Вежери мы же дорогу протянули, да, до Вежери. Это у нас Плиево, Чулуки. Дорогу тоже переходящий, там переходящий объект. Там тоже дорога в ужасном состоянии. Алхасты, Галашки. Сделали, да? Да, это мы сделали. Вы ездили по этой дороге. Там тоже хорошая дорога. Редант. Новый Редант полностью. Сколько всего километров ты 95 километров. Но некоторые объекты переходящие. 95 а вот за километров. 4 года сколько? За 4 года более 300 километров. Особое значение для республики имеет и Кажевский мост. Вот в эксплуатацию решил вопрос транспортного сообщения, в том числе между столицей и Назранью. Объект прослужит дольше прежнего, по качеству отвечает всем требованиям, позволяет в разы увеличить грузоподъемность и пропускную способность. Новое дорожное покрытие, водоотвод, тротуары, разметки – все обещанные преображения подрядчикам реализованы. При этом мост не только укрепили, но и расширили. Длина старой переправы составляла 84 метра, ширина – 9 метров. После обновления он стал длиной 96 метров, шириной почти 15 метров. Приятно даже. Старый мост в Карабулаке протяженностью 48 метров также был признан аварийным. Состояние путевода вызывало опасения у жителей города. За время эксплуатации на конструкции появились трещины, обветшали опоры, да и само дорожное полотно находилось в крайне неудовлетворительном состоянии. Это репортаж от 18 мая. Застали специалистов за самым основным фронтом работ при обустройстве мостового перехода. Устройство железобетонных буронабивных свай. Сваи забиваются до глубины максимально 25 метров. Это значит, оттуда вычищается грунт, балласт не было. Потом вставляется как каркас арматурный и заливается специальным бетоном, гидротехническим бетоном. А вот как проводился второй этап капитального ремонта автомобильной дороги трассы Кавказ-Карабулак, Средние Ачулки, Гейрбек-Юрт. 20 января 2023 года более 10 единиц техники и десятки специалистов преображают этот участок до неузнаваемости. Старая дорога не ремонтировалась очень давно. Заезжать на этот участок решались немногие, называя трассу полосой препятствий с ямами. Кроме того, новое дорожное полотно также позволит разгрузить и федеральную трассу Кавказ. Отправиться в Ачулки и дальше Малгобек смогут напрямую из Карабулака, не через Назрань, как это было раньше. Ранее дорога, объединяющая 3 населенных пункта Карабулак, Средние Ачулки, Гейрбек-Юрт, была почти разрушена, что создавало опасность для жизни и здоровья людей. Ситуацию в корне изменила масштабная реконструкция, которая проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Вот как сейчас выглядит часть трассы. Нужно отметить, что нам выделили в этом году казначейский кредит более 350 миллионов на опережающее строительство, благодаря чему мы смогли дополнительно реализовать еще 13,25 километра дорог по трассе Кавказ-Карабулак, Средние Ачулки, Гейрбек-Юрт, также Зяйский-Юрт, Вознесеновская, Моздок. Капитальный ремонт проводился на многих проблемных участках республики. Реализация национального проекта «Федеральная поддержка» полностью изменили состояние автомобильных дорог в Ингушетии. Ремонтные работы провели и в столице республики на улицах Горчханова, Нальгиева и Кулиева. В марте 2023 года дорожникам предстояло отремонтировать более 2 километров участка по улице Центральная. Капитальный ремонт включает в себя не только обновление дорожного полотна, это еще и новый тротуар. По обе стороны устройство бордюра, освещение пешеходов
пешеходных переходов и дорожных знаков. Именуемый в народе микрорайон за каналом разрастается, соответственно, и строительство новых соцучреждений. Необходимо привести инфраструктуру в нормативное состояние. Здесь двухстороннее движение. Эта дорога подпадает под первую категорию. Ну, во-первых, поликлиника, во-вторых, здесь 2 школы, садик, да, и вообще этот микрорайон, скажем так, ежедневно расширяется, здесь увеличивается население, поэтому на 2023 год было предусмотрено проведение капремонта. Стесненные в условиях автолюбители терпеливо делят между собой одну полосу, пока кое-где только начато фрезерование старого полотна. А вообще над обновлением дорожного хозяйства в Назране трудится одновременно на 2 участках. И вот что важно, перед укладкой нового асфальта заблаговременно заменили ветхий водопровод на новый. Жители частных домовладений приводят в порядок канализацию со врезкой, так что та тенденция, установившаяся в республике, когда сначала строили, потом ломали, здесь потерпела крах. Теперь все как у людей, радуются местные жители. За последние годы в Назране, как и по всей республике, настоящий дорожный строительный бум. Одна за другой обновились улицы Муталиева, Сулейменова, Картоева, Центральная. Комфорт передвижения обеспечили и для жителей Нового Реданта и ряда сельских поселений Малгобекского района. Там отреконструировали отрезок дороги протяженностью более 6 километров. Кроме того, в рамках федеральной программы содействия в 2023 году реализован объект Сурхахи-Яндари протяженностью 8 километров. Дорога связывает между собой сразу несколько сельских поселений. Все эти годы полотно нуждалось в масштабном капитальном ремонте. Строители за несколько месяцев преобразили более 8 метров дороги. Капремонт охватил участок от перекрестка в Сурхахи до центральной части Яндари. Было принято решение, что построим мы эту дорогу. А Волгошь за рулем винулся. Я знаю, что дорога сама по себе великолепная. Сибиряди, Забайкалье, Цана. Я вам скажу, там нету 10% наших дорог. 10% нету. Это событие великолепное. Оно само по себе несет самое доброе, что можно. Нехцехалыч, юрту, тавага хавыхалды. Уделили внимание повышению безопасности движения. Так, на крутых поворотах с обрывами установили барьерное ограждение. Для более безопасного перехода дороги для пешеходов установили 2 светофора, нанесли разметку из термопластика, которая прослужит в разы дольше, чем обычная. Также нужно отметить, что условия, созданные для пешеходов, вдоль дороги специалисты проложили свыше 2 километров тротуара. После завершения работ дорога соответствует 4-й технической категории. Проектно-сметные документации были предусмотрены полностью фрезерование старого покрытия, устройство 3 слоев дорожной одежды из ПГС, это 60 сантиметров, 2 слоя асфальтобетонное покрытие, крупный, зернистый, мелкозернистый, 12 сантиметров асфальтобетонного покрытия. Далее, здесь где-то порядка 12 съездов, 1 пересечение. Более того, установлено где-то порядка 350 метров барьерное ограждение, это где опасные участки. Выполнены работы по дорожной разметке из пластика где-то порядка больше 27 тысяч метров. Это где-то 27 километров. Капитальный ремонт этой дороги – еще одна причина для региона, чтобы закрепить за собой первенство по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Регион уже 3-й год держит планку и является примером для других субъектов страны. Таких темпов и качества исполнения нацпроекта нет ни в одном другом регионе России. И этим можно гордиться. Местные жители перемен ждали долго. Сегодня через их родное сельское поселение пролегает трасса, которая по качеству сравнима с федеральной. حنزير توابي هذه هنا أسواق دريالش شو خص توابي بر ديك توابي كاتشتوني توابي أخترتو أربلاب ولشنا أسويشني لا ولسا حتى قالت. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано 4 объекта общей протяженностью 26 километров. Это реконструкция почти 18-километровой автомобильной дороги, подъезд к птицекомплексу Южной и реконструкция дороги подъезд к Юг-Агро. Было обновлено дорожное полотно, ведущее к КФХ-Часыгов от автодороги Назрань-Грозный и подъездной артерии к детскому саду и школе номер 10 в сельском поселении Вежери-Юрт. Дорожная инфраструктура республики обновилась во многом благодаря реализации региональных
региональной программы развития автомобильных дорог Ингушетии. По региональной нашей программе развития автомобильных дорог Республики Ингушетия мы завершаем улицу Калиматова в Сунже, завершили дорогу Новый Редант, Нижние Очулки, Алхасты-Галашки. Там у нас большие протяженности по 10 километров, 11 километров. Начали 1,5 километра дороги Средние Очулки-Плиева. Это у нас объект, переходящий на 24 год. Мы его будем сдавать в 24 году, завершив до конца километраж данной дороги. И начали дорогу Алиюрт-Сурхахи буквально на этих выходных. Мы планируем сделать километр данной дороги. Объект у нас переходящий, поэтому сдаваться тоже будет в 24 году. Таким образом, общая протяженность дорог, Вадима, у нас норматив в этом году составляет около 95 километров. По данным, представленным в Совете Федерации Федерального собрания России, Ингушетия на первом месте в топе лидеров по анализу расходования федеральных средств по искусственным сооружениям. Темп работ в Минавтодоре намерены не сбавлять, о чем говорят и запланированное мероприятие на 2024 год. В рамках 2024 года мы также планируем продолжить реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги». У нас запланировано 11 улиц агломерации, 9 из которых на Назрани и 2 улицы в Магасе. Это у нас улицы Насыркордская, Фабричная, Могушкова, Гайрбека, Хаджи, Таргимская, Барханоева, Октябрьская, Шеймиева и Базоркина. 2 улицы Магаса, это у нас улицы Чехкиева и Базоркина. Будет реализована в рамках опорной сети Зязька-Вюрт-Вознесеновская, Моздок дорога и продолжение дороги Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» у нас будет реализована дорога Зязька-Вюрт-Горогорск, соединяющая с Сунжей. Там более 22 километров, но она у нас разбита до 2026 года, но я думаю, что в 2024-2025 году эта дорога будет полностью сделана. По крайней мере, часть дороги именно по большей протяженности мы реализуем в 2024 году. И также у нас будет добавлена дорога к КФХ Евлоев и продолженная дорога птицекомплексу Южный. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов ставит перед Минавтодором важную задачу – создать в республике удобства для автолюбителей и пешеходов, качественно проложить все дороги, а самое главное – соблюдать сроки. За 4 года в Ингушетии значительно улучшилась дорожная инфраструктура. Полностью приведены в нормативное состояние более 70 дорожных объектов. В 2022 году Минавтодором Ингушетии также первым в России реализован национальный проект «Безопасные и качественные дороги» с кассовым исполнением 100%. Республика несколько лет подряд занимает ведущее место по качеству и темпам проделанной работы. Арина Сычоева, Адам Мельшков, Хамзат Халухоев. Новости 24.